В течение второй половины XX века две мировые державы были вовлечены в противостояние без непосредственной конфронтации на почти 45 лет. Давайте отследим на карте цепочку событий, которые привели к холодной войне. В конце Второй мировой войны европейские державы ослабли. После 60 миллионов смертей за 6 лет борьбы две сверхдержавы остались неизменными – Соединенные Штаты Америки и СССР, которые сражались вместе как союзники для победы над нацистской Германией и Японской империей. СССР или Союз Советских Социалистических Республик – это огромная площадь, занимающая 1/6 поверхности планеты. Это федеральное государство под коммунистическим режимом, состоящее из 15 республик и возглавляемое одной единственной партией. Соединенные Штаты Америки – это либерально-демократическая страна, основанная на капиталистическом строе. Она обладает военным преимуществом, так как единственная обладает ядерным оружием, а также может похвастаться сильнейшим в мире производством и экономикой. Обе державы заинтересованы в распространении своего влияния на Европу. Соединенные Штаты со своим планом Маршалла предлагают европейским странам значительные кредиты на возобновление экономики и формирование торговых связей. СССР, в свою очередь, намерен защитить свои границы, установить просветские органы власти в освобожденных странах. Европа разделена на два блока и разлучена железным занавесом. Германия союзники объединяет контролируемые ими территории, нарушая соглашения, подписанные с Советами. В ответ на это Советский Союз устанавливает блокаду на Западный Берлин, до сих пор находящийся под контролем союзников. Для доставки запасов на эту территорию создается воздушный мост. В дальнейшем обе державы питают страх по отношению друг к другу. На обеих сторонах начинается охота на ведьм. В США увольняются государственные служащие, сочувствующие коммунистическим идеям. Даже Голливуд используется как инструмент для антикоммунистической пропаганды. Советский Союз вкладывает большие средства в промышленность и вооружение и в 1949 испытывает свою первую атомную бомбу. В том же году Соединенные Штаты создают НАТО, военный союз стран Западного блока. На протяжении Холодной войны существовало много косвенных конфронтаций между державами и их союзниками. Первая была Греция, где коммунисты, повстанцы из Второй мировой войны, поддерживаемые Советами и вооруженные Югославией, вступили в гражданскую войну против традиционной монархии, которую поддерживала и финансировала сначала Британия, а затем Соединенные Штаты. Тем не менее, в дальнейшем СССР разрывает союз с Югославией. В результате греческие коммунисты теряют жизненно важную поддержку и их заставили сложить оружие. Так Греция становится частью Западного блока. В Китае после 3 лет гражданской войны коммунисты начинают преобладать над националистами, которые отступают в Тайвань. СССР выигрывает важного союзника на территории, которая может оказывать влияние на две войны по отдельности. Первое – это сражение наряду с коммунистической Северной Кореей против Южной Кореи, которые поддерживала международная сила под управлением Соединенных Штатов. За 3 года сражения перемирие разделяет Корейский полуостров на две части. Китай также вторгается во французский Индокитай, где оказывает поддержку коммунистическому повстанческое движение против Франции, которая, потерпев поражение в восстановлении контроля над своей колонией, принудительно покидает эту власть. Вьетнам разделен на две части на 17-й параллели с коммунистами на севере и националистами на юге, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это знаменует собой начало войны в Вьетнаме. В ответ на НАТО СССР создает собственный военный альянс при помощи Варшавского договора. В следующем году Франция и Британия объединяются с Израилем в неожиданной войне против Египта, чтобы восстановить контроль над Суэцким каналом. Соединенные Штаты и СССР выступают против этой атаки и быстро заключают перемирие, ознаменовав конец европейского господства в этом мире, что потворствовало интересам СССР. Советский Союз с развитой военной мощью и промышленными технологиями установил сотни дальнобойных ракет, направленных на Западную Европу. В ответ на это США направляет свои ракеты на советские территории. После Китай разрушил соглашение с Советским Союзом с целью отделиться и стать новой мировой державой. Также многие страны разорвали соглашение с двумя державами и выбрали нейтралитет, создав движение неприсоединения.
Соединенные Штаты обеспечивают пересечение коммунизма, но терпят поражение в военном сражении нового коммунистического правительства в Кубе. СССР пользуется поражением США, чтобы дипломатически повлиять на Кубу. Солдаты и советские корабли отправлены на остров, чтобы установить ракеты и направить их на Соединенные Штаты. Напряжение достигло такой точки, где морские силы обеих сторон приготовились к противостоянию. Весь мир задержал дыхание, и многие страны приготовились к возможной Третьей мировой войне. Однако, после переговоров с СССР соглашается изъять свои военные объекты, если США пообещает не атаковать Кубу и ликвидировать свои ракеты из Европы. В Вьетнаме Соединенные Штаты, опасаясь коммунистического переворота на юге, организуют военное вторжение с более чем половиной миллиона солдат. Это решение противостоит Франции, которая предпочитает мирное решение проблемы. Франция решает отдалить себя от более агрессивных Соединенных Штатов и покидает НАТО. В 1975 году коммунисты выигрывают войну, нанеся тяжкий ущерб Соединенным Штатам, чей образ запятнан во всем мире. СССР воспользовался этим, чтобы восстановить свое политическое влияние в мире. С одной стороны, он поддерживает коммунистических повстанцев в Африке, сила которых преобладает в новоиспеченных независимых странах. С другой стороны, он отправляет свои армии в Афганистан для поддержки коммунистического режима, борющегося с муджахиддинами, группой исламистов, которые поддерживают и спонсируют помимо остальных США. СССР также улучшает и заменяет свои ракеты, нацеленные на Европу, на более точные. Это знаменует собой начало проблем евроракет, которые угрожают Европе и заставляет США установить новые ракеты. Вложение СССР 14% своего валового национального продукта становится причиной начала гонки вооружений. У Советского Союза начинают заканчиваться деньги. В разгар кризиса он пытается осуществить экономические реформы, но безрезультативно. Две мировые державы внезапно начинают переговоры по разоружению. СССР выводит свои войска из Афганистана и перестает поддерживать коммунистических ополченцев в Африке. Он пытается открыться реформам и увеличить прозрачность. Однако это не приносит видимых результатов Советскому Союзу, который уже не в состоянии подавлять несколько восстаний. Берлинская стена разрушена, и Германия воссоединилась. В 1991 году СССР разваливается, и 15 республик становятся независимыми странами, что завершает холодную войну.